устали и хотели весны. И Тима, да, прекрасную песню создал. Ну и, Юлечка, у тебя нет желания спеть? Да. Спасибо. Это Настя Гулигай. Тебе из этого надо? А ничего, я тут нашла, я вспомнила заново ремешочек. Я как-то выступала с концертом в Египте, друзья позвали, и, в общем, такой очень интересный культурный опыт, когда ты с русскими песнями выступаешь перед египетской аудиторией, и на английском пытаешься им что-то объяснить, они говорят, нет, нам вообще ничего не надо объяснять, в принципе, просто пой. Вот. И при этом там был один человек в этом сообществе, который немножко владел русским, и хозяин, он потом передал, то есть хозяин сказал всего слов, у тебя очень много религий, очень много христианства в твоих песнях, а не то, что их много, ну, немножко есть. Вот, он говорит, это не очень хорошо, не знаю, почему это не очень хорошо. Заурия сказала, что мы тут все в основном атеисты, а как выяснилось, что на самом деле нет, что каждый следующий, кто выходил, говорил про Всевышнего. И вообще у меня есть песня, которая прямым абсолютно текстом посвящена Богу, при том, что я не могу назвать себя религиозным человеком. У меня такое, знаете, богоискательство по Селлинджеру, наверное, скорее. Если вы любите его прозу, вот я примерно так же, как он. Вот. И песня, которая на самом деле она вроде как была написана по очень грустным поводам, по поводу потери моих друзей, но по большому счету она про новую жизнь, про то, что за каждой потерей следует возрождение, следует новый день, и опираться в этом возрождении нужно на Бога.